Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантея, и мы делаем расклад на тему «Нужна ли я ему?». Перед вами, как обычно, три варианта. Я думаю, вы знаете, что делать. Посмотрим состояние мужчины на данный момент, как сейчас складываются ваши отношения и как они будут складываться. Нужны ли вы ему, как он дальше видит ваши отношения, как он их рассматривает. И в общем-то, решила я чуть-чуть по-другому это видео снять. Буду уточнять прямо при вас, вытаскивать из колоды доп. Карты, смотреть. а, В общем-то, не как обычно, чуть-чуть по-другому буду вести. Потому что многие спрашивали, почему в эфире я в видео не тасую карты, но часть буду вне камеры тасовать, и часть буду именно во время видео. Потому что если все делать во время съемки, то это очень длинное, очень тяжелое видео, оно очень долго будет монтироваться, очень долго грузиться. Короче, это время, которого и так катастрофически мало, по крайней мере у меня. Я надеюсь, вы выбрали уже свои варианты или свой вариант один. В общем-то, выбирайте так, как вашей душе угодно, как подсказывает вам интуиция. Может быть, если вы тянетесь к двум вариантам, значит, у вас есть некая золотая середина. Например, у меня на многих каналах, где я экспериментирую тоже с онлайн-гаданиями, у меня хочется иногда все три варианта послушать, либо все четыре, смотря у кого сколько, либо какой-то один, либо какие-то два. И потом просто среднюю температуру по больнице мы выводим и получаем гадания для себя, которые подходят лично мне. Вот как-то так. Дорогие мои, выбирайте. Новинки все в описании к этому видео. Прогнозы по знакам зодиака тоже там. Ссылочка на плейлист имеется. Пожалуйста, обратите внимание. И я перехожу к единичкам. Ну что, первый вариант. Смотрим вас и нужны ли вы своему партнеру. Итак, состояние партнера на данный момент, вы знаете, он такой, достаточно доволен собой, своим положением, управляет ситуацией, как ему кажется, управляет собой, управляет своей жизнью. И также складывается ощущение, что пытается управлять и вами. Привык, что все всегда ему достается легко, что ему всегда все приносится к ногам, все ему преподносится. Вот смотрите на его состояние, на его сигнификаторы, да, выпала императрица. То есть он такой очень довольный жизнью, своим положением и тем, что он сейчас имеет. И по его мнению, конечно же, он своей жизнью, свою жизнь направляет в то русло, которое он считает нужным. Да, однозначно. Почему? Потому что у нас выпал король пентаклей, и здесь колесница. Тут колесница такая двоякая, она может показывать и нормальное, хорошее движение, а может показывать, что колесницу несет уже без неуправляемо. Вот. Но, судя по всему, как я уже и сказала, да, вдов карта нам это и подтверждает, что мужчина своей жизнью управляет той ситуацией, в которой он сейчас находится, он ее направляет, то есть ничего не происходит без его ведома, без его какого-либо решения. Как сейчас складываются ваши отношения на данный момент? Ну, на данный момент все непросто. В отношениях, я бы сказала, такое некое одиночество вдвоем, скука. Но есть стремление, желание выйти из этой ситуации, из ситуации именно некой такой скучной, тоскливой стагнации, некого скучного одиночества. Есть такое желание, есть такое стремление, и возможные действия уже даже какие-то предпринимаются, но все пока безрезультатно. Вот карту поднесу поближе, ее не видно. Не знаю, так будет видно, нет, что это под землей два котика, детеныш и мама, скорее всего, пытаются налакомиться одной какой-то маленькой рыбкой. То есть здесь результата пока, увы, нет. Что-то останавливает, есть какие-то проблемные факторы, которые не дают отношениям наладиться, даже если желание вот оно есть, судя по картам. Давайте спросим у карт, что мешает.
Ну, самодостаточность, конечно же, и его, и ваша, особенно, конечно же, мужчина, он привык полагаться на себя, привык быть хозяином, как я уже сказала, положение такая личность творческая, личность самодостаточная, личность амбициозная. И ему сейчас на данный момент нужно лишь одно – это какой-то успех именно в работе, в неком материальном плане. Вот он уже какое-то зерно, какой-то росток посадил и ждет, когда он взрастет, прям ходит его, лелеет, сидит над ним и чахнет над этим самым шансом, над этим самым проектом, может, бизнесом у него или еще что-то. Вот, видимо, по всей видимости, пока этот проект не разрешится, либо не начнет хотя бы движение, свой рост вперед, да, к развитию, к каким-то результатам, к каким-то материальным благам, он с места не сдвинется. Почему? Потому что у нас последний это туз пентаклей. То есть, да, тут идет новая энергия, да, тут идет какое-то новое начало, новый какой-то росток, но это нужно еще ждать. Прям очень долго вкладывать силы, вкладывать энергию. Еще и маг у нас вышел первой картой, поэтому, дорогие мои, причина вот этого некого застоя в отношениях – это его занятость, его работа, судя по всему. И если это сейчас мы смотрим на данный момент ситуацию, если она к вам подходит, то это именно ваш расклад, а вы верно выбрали свой вариант. И дальше, чего вам ждать, как будут ваши отношения развиваться? Император, рыцарь мечей и шестерка пентаклей. Ну, что хочу сразу сказать, давайте. Хочу сказать, что мужчина так и будет чахнуть над своими проектами, так и будет ждать. Мужчина, он амбициозный, будет свое вот это положение, свое вот монаршество, я бы так сказала, вот оно у нас выпадает, да, императором. Он будет всеми силами его поддерживать. И причем это будет делать достаточно активно, где-то даже чрезмерно активно. Хотя нужно бы лучше медленное, но верное движение. Ну, конечно, движение у него будет, но такими, знаете, заскоками. То быстро, то медленно, то быстро, то медленно. Либо успех будет сначала будет, потом опять упадет, потом будет, потом. То есть тут нет нормальной гармоничной работы. Тут вот эти вот заскоки, американские горки, качели туда-сюда, туда-сюда. И средней температуры, как говорится, по больнице, тут уже не будет. Отношениям будет, развитию отношений ваших будет мешать именно то состояние и его желание именно достичь успеха в тех или иных проектах, в тех или иных его работах, увлечениях и так далее и тому подобное. Да, он будет пытаться вот эти все мешающие факторы, их преодолеть, их разрубить, их убрать из отношений, но пока, судя по всему, это до конца ему не удастся. Почему? Потому что тут, смотрите, скорее всего, вы ему протянете руку помощи, вы ему чем-то поможете, что-то ему подскажете, как-то его поддержите или скажете: занимайся, милый дорогой, своими делами, я подожду. Ну, то есть займете такую позицию ожидающего и достаточно позицию такой мудрой, терпеливой женщины рядом со своим императором. Давайте еще спросим. Ну, довольны, конечно же, вы не будете этим своим положением. Да, будете как-то пытаться находить какой-то позитив, но в любом случае здесь нет именно удовлетворения тем, как будут развиваться ваши отношения. Вы будете просто-напросто давать возможность своему мужчине в ущерб себя решать свои вот эти вот самые насущные, важные для него на данный момент проблемы, именно связанные с материальным, с работой, с деньгами. И его именно амбициями, с его успехами, с его самодостаточностью. Но если отвечать на вопрос, нужна ли вы своему мужчине, то да, однозначно, конечно же, нужны. Даже вот нам доп-карта это подтверждает, это у нас туз жезлов. Здесь желание, здесь страсть, здесь секс, здесь огонь, здесь такой творческий потенциал. В общем-то, такой внутренний огонек по отношению к вам, он в мужчине тоже однозначно есть. Но, конечно же, работа, бизнес, деньги его занимают
сейчас на данный момент в большей степени, нежели его личная жизнь. Почему? Потому что мы видим, да, состояние мужчины. Тут и король кубков, который весь на нервах и переживает, и эмоционирует, и пытается еще и направлять, управлять этой ситуацией. Еще и мужчина привык, когда к нему все это приходит само, он толком и не напрягается. Мужчина такой, достаточно земной, привык сидеть без особого движения, но получать все, что он хочет. А здесь ему приходится двигаться, вот приходится напрягаться. Видели доп. Карты, до этого выпадали, что нужно выходить из этой ситуации, но пока нужно прилагать и достаточные усилия, что его, конечно же, напрягает, что не дает ему жить в том ритме, в котором он привык жить, в котором он находился до вот всех вот этих перипетий на работе. Вот такой у нас получился вариант номер 1, дорогие мои. Я вам желаю всего самого наилучшего. Надеюсь, вам колода нравится. Первый раз, по-моему, я на канале на ней делаю расклад. Вы оцените этих прекрасных котиков. Я от них просто в восторге. Одна из моих любимейших колод. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Обращайте, пожалуйста, внимание на новиночки. Они все есть в инфоблоке под видео. И ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи. Ну что, двоечки, смотрим вас и нужны ли вы своему мужчине. Сначала посмотрим его сигнификаторы, его состояние на сегодняшний день. Вы знаете, у него сейчас произошло некое разрушение его планов, надежд или того ветка в жизни, в котором он пребывал, или каких-то его жизненных устоев, каких-то взглядов. В общем, некое такое разрушение. И далее, да, он пытается медленно, но верно двигаться, удержаться, так сказать, на плаву. Так, знать, что еще тут может быть в состоянии? Карты нам могут показать, что просто-напросто в отношениях случилась ссора или конфликт. И сейчас он более или менее, или как-то ни шатка, ни валка, пытается наладить отношения, как-то так, я бы сказала, неуверенно, что ли, медленно двигаясь в этом направлении, но двигаясь, пытаясь как-то разрулить ситуацию. Давайте уточним. Давайте карта, я буду сюда. Да, смотрите, однозначно я бы сказала, что просто-напросто в отношениях случился конфликт. И тут ссора, скандал, кто-то один от другого мог отвернуться, либо уйти, либо сделать вид, что все, отношения разрушились. Но все равно, как бы то ни происходило, сейчас отношения держатся. Вот у нас две триады, и они дочка, здесь у нас мечей. Угу. И здесь рыцарь пентаклей. То есть, смотрите, и здесь подвешенное состояние, пытаются двое удержаться на плаву, да, за счет лавирования совместного, да, удержания вот этой самой некой гармонии. И вот здесь вот в подвешенном состоянии котик идет по канату и пытается еще и жонглировать пентаклями. То есть, смотрите, он всеми силами пытается неуверенно так, со страхом с каким-то, но наладить более-менее либо вот ваши отношения, если была ссора, да, у кого как проиграется, все-таки это гадание онлайн, либо какие-то его жизненные ситуации на работе, в семье, вот, ну где угодно. Карты нам здесь показали лишь только ситуацию конфликта, ситуацию разрешения конфликта, и ситуация достаточно так сильно накалена, и мужчина в таком неком раздрайве находится, пытается, конечно, создавать видимость, что все более или менее хорошо, но опять же это у него плохо получается. И удержаться на плаву. Дальше, как складываются ваши отношения сейчас? Вот вы знаете, я бы сказала, что есть некие опасения, некая неуверенность в отношениях, какие-то есть страхи. И в то же время в отношениях хороший этап, но он подходит к концу. Почему? У нас две десяточки, десяточка кубков и десяточка пентаклей. То есть вот тот виток, который у вас был,
который подходит к концу, он был достаточно гармоничный, он был достаточно приятный, он был достаточно уверенный. Мужчина чувствовал себя королем на коне. Мужчина чувствовал, что рядом есть девушка, женщина, поддержка, опора. Да, какие-то были страхи и опасения, но вот удовольствие и уверенность в отношениях, некая его даже личностная самодостаточность, именно как мужчины, все эти опасения, все эти его страхи перекрывала. Давайте тоже посмотрим, куда новый этап какой наступает. Один этап, напоминаю, заканчивается. Смотрим, какой этап наступает новый. Ну, не самый легкий. Смотрите, у нас две девятки. Девятка мечей, девяточка кубков и король мечей. Мужчина будет проявлять все свои знания, умения, острый ум, характер, волю, некую такую даже амбициозность, силу духа, может уперто, там упорно что-то делать, приводить к какому-то результату, добиваться своего. Но, опять же, смотрите, девятка мечей. Множество, просто множество каких-то опасений, страхов, неуверенности в себе. Вот он будет что-то копаться, копошиться внутри себя, искать какие-то выходы. Но, скорее всего, он этот выход-то и найдет. То есть отношения, они исправятся. Почему? Потому что у нас заканчивает триада, у нас девяточка кубков, которая нам говорит о том, что вот смотрите, котик вышел из лабиринта, нашел выход из лабиринта и все-таки нашел источник золотой этого самого молочка для себя, который он искал. А на фоне, смотрите, сзади, да, лабиринт, который он прошел, и теперь хочет налакомиться, напитаться дарами, успехом своего дела, да. И вот здесь вот, как я уже говорила, что этот новый этап, да, он будет сложный. Вот этот этап притирки какой-то у вас возникает. Особенно с его стороны. Видимо, в любом случае вы все равно меняете как-то его жизнь в другую сторону, то туда, к чему он не привык. Поэтому его как бы ломает. Его как-то ему все это дискомфортно и в новизну, в новинку. Поэтому вот эти страхи, вот эти опасения и ощущение некой такой клетки, из которой нет выхода. Он как бы пытается найти, что он чувствует, что он думает, но пока вот безуспешно. Но вот туда дальше в любом случае перспектива такова, что отношения выправятся и наладятся. И нужна ли вы ему? Что он может вам дать? Он все равно будет охранять какую-то свою зону комфорта, все равно он будет какие-то свои границы обозначать, но как бы то ни было, наступает новый какой-то этап. Причем семя этого нового этапа, оно уже посажено. Да, он боится, да, он опасается, да, все это ему в новинку, но все равно он этот шаг к развитию отношений он сделает. Эти все страхи он преодолеет. Спросила, дальше уточнила, да, и к чему все-таки, куда движутся отношения, в какую сторону, потому что, да, тут есть надежда на то, что отношения, они будут двигаться, развиваться, да, он какую-то там истину для себя откроет, поймет все-таки, да, что это для него хороший выход, что он все правильно делает, что эти опасения, они напрасны, все эти страхи, которые мы видели в настоящий момент, и уточняем, куда все-таки приведут эти отношения. Выпали прекраснейшие карты, смотрите, карта Иерофант, двоечка кубков и здесь двойка пентаклей. Двойка пентаклей – начало триады нам говорит, да, что мужчина пока не понимает, в какую сторону ему двигаться, как я уже и говорила. Он боится, он запутался, у него нет опыта еще вот в том направлении, в котором вы двигаетесь. Ну, как бы то ни было, он туда движется. Да, страшно, да, больно, да, необычно, да, непривычно, но движение мужчина все-таки делает. И в конце концов это движение должно привести вас, у кого проиграется прямо, то я бы сказала, что это брак официальный.
У кого уже отношения давнишние, в принципе, да, то я бы сказала, что просто-напросто тут наступает гармония, тут наступает покой, партнеры друг друга начнут слышать, понимать, слушать, и, в принципе, отношения, они наладятся. Вот прекраснейшая карта, посмотрите, да, двое котиков в обнимку, достаточно спокойно, гармонично, красиво, где-то даже романтично движутся по реке, и в руках у них еще и кубки с молочком. То есть здесь успех, здесь достаток, здесь отношения должны наладиться, сгармонизироваться и прийти к некому успеху, к некому результату со знаком плюс. Вот такой у нас вышел расклад для всех тех, кто выбрал цифру 2. Я надеюсь, что он вам понравился, и вы оцените колоду. По-моему, все-таки я первый раз делаю на канале именно видео на котиках. Обожаю эту колоду, очень говорящая, очень красивая, очень энергичная. Значит, такие котики, да, друзья всех эзотериков, грубо говоря. В общем, с вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, расклад вы оцените лайками, подписками, комментариями. И я вам желаю самое главное любви, здоровья, процветания. Любите, берегите, балуйте, цените себя и своих близких. Всем пока, до встречи. Ну что, троечки, смотрим вас. И нужны ли вы своему мужчине? Его сигнификатор, состояние сейчас на данный момент. Так, сейчас давайте вытянем доп. Так, вы знаете, здесь будет две трактовочки у меня, потому что... Итак, смотрите, ну, состояние у него, конечно же, это целеустремленность, это сила, это воля, это какая-то такая заземленность, уверенность в себе. Это такая, знаете, когда человек просто уверен в себе, в своих силах, в своих стремлениях, в своих желаниях и просто-напросто может позволить себе вот некую такую статику, знаете, сидеть и ждать, когда к его ногам все принесут. И в то же время здесь у него такой внутренний конфликт, может быть, что-то ему не нравится, что-то его не устраивает. Но как бы он внутри не конфликтовал, как бы он внутри не сомневался, с собой не ругался, не анализировал, в любом случае он своим положением доволен. Но мне в его сигнификаторе, знаете, что мне нравится? Вот наличие вот этой самой королевы мечей. И дальше идет у нас пятерочка жезлов. Здесь, конечно, я бы усмотрела некий такой конфликт, намек. Ну, на что? Это гадание онлайн. Учитываем все трактовки, которые могут быть. Конечно же, тут можно посмотреть, что в отношениях есть некая другая женщина. Я уточнила карты, да, тут вполне себе может быть, что у него были отношения с некой другой женщиной, либо есть на данный момент, но складываются они довольно-таки сложно, довольно-таки тяжело. Некий этап в отношениях, он сейчас заканчивается, сменяется, и поэтому внутри у него такой некий раздрайв и состояние, опять же, да, конфликта внутреннего, когда человек в подвешенном таком состоянии. Но это внутри. Снаружи человек транслирует и показывает себя как уверенного, сильного, такого земного очень мужчины. Но, как я уже и сказала, да, тут есть момент, конечно, и такое может проиграться третьей стороны в отношениях. Да. Угу. И отношения эти были достаточно болезненными, достаточно сложными. То сходились, то расходились, то люблю, не могу, то не люблю, не могу. Ну вот прям вот такие качели. Это, дорогие мои, учитывайте, если это все-таки так, и есть третье лицо в отношениях. Если нет, как я уже и трактовала, вам уже говорила в самом начале этого видео. Обратите, пожалуйста, внимание. Далее, как складываются отношения сейчас на данный момент? Сложно.
сложно. Почему? В том плане, что я бы сказала, что в отношениях сейчас наступила некая стагнация. Во-первых, обида друг на друга очень много. Во-вторых, каждый тянет одеяло на себя. Каждый заботится о себе и о своем благополучии, о своем достатке, о своем неком удобстве, конечно же, и в эмоциональном, и в материальном плане. И в то же время есть понимание, осознание, что разрушено тот этап отношений, который был, он разрушен, его уже не возродишь, его уже не вернешь. И опять же у нас просыпается это самое пресловутое подвешенное состояние. Вот у наша карта правосудия выпала. То есть эти весы пока еще непонятно, в какую сторону они перевесят. Потому что все-таки сложности они есть и довольно-таки большие. Ну, как будут отношения развиваться? Все равно в любом случае есть какой-то настрой на движение, на развитие. Но, смотрите, мужчина будет заниматься своими делами, своими заботами, хлопотами, своими увлечениями. Причем здесь такая сила воли, амбициозность, вот это энергия мужская, янская, творческая энергия, она будет из него прям переть. И она будет, знаете, вот как страусы прячут голову в песок, да, вот так и мужчина может просто-напросто спрятать голову в песок и уйти в работу, в свои дела, в свои проекты, в материальные какие-то заработки, какие-то материальные блага, но это ни к чему его все равно не приведет. Заканчивает у нас триаду карта Луна. В этой колоде карта Луна, она очень глубокая, очень эмоциональная. То есть человек просто-напросто погрузится в свои переживания. Ему ни работа, ни его творчество, ни его бизнес, какие-то дела, договоренности, партнерства, они ему не помогут. В любом случае он все равно будет думать, размышлять, как ему двигаться дальше, что, как развивать в ваших отношениях, куда их направлять. Тут большая эмоциональность и погруженность именно вовнутрь в себя. Да, потому что страхов полно, неуверенности полно. И еще, и знаете, вот, как говорится, у страха глаза велики. Вот он из соринки может такое раздуть, такое на себе напридумывать сам себе и будет сам же сидеть и бояться, и опасаться, и какая-то неуверенность, опять нестабильность, появляется опять качели. Опять вот это вот голову в песок, и будем сидеть и ждать с моря погоды. И нужны ли вы ему? Да, я бы сказала, что да, здесь абсолютно четко это видно, что вы ему нужны. Тут и интим, тут и огонь, страсть такая внутренняя. Но те преграды, которые есть, да, будет пытаться что-то сделать, да, будет пытаться что-то решать. И, скорее всего, к вам еще и придет, что-то может предложить, куда-то, может быть, поехать или какую-то новую идею, или как-то будет у вас какой-то большой эмоциональный разговор, но однозначно придет к вам достаточно вот, если это была ссора, конфликт, да, то скажет, что давай что-то решать, вот придет именно с какой-то весточкой, с каким-то предложением. Угу. Но предложение, опять же, будет удобно в первую очередь ему, потому что у нас выпала карта маг. И опять же, смотрите, троечка кубков на вопрос, нужна ли я ему. Вот опять же, да, этот самый треугольник, как я и сказала, он вполне может быть, потому что вот поднесу поближе карту, сами увидите. Один кот, две женщины. Очень даже говорящая карта. И опять же выпала у нас некая дама, тройка пентаклей. Очень такая земная, очень уверенная в себе, самодостаточная, умная, такая очень мудрая, размеренная. Ну, в общем, наличие другой женщины вполне, в этом варианте может быть. Но давайте так еще посмотрим. Если другой женщины нет, мы все-таки даем такую все трактовки, да, для гадания онлайн, то это вполне может быть, что он просто-напросто либо кого-то попросит помощи у женщины мудрой, умной, такой земной, самодостаточной, которая уже очень многого в своей жизни добилась и еще добьется, потому что
какие-то у нее цели, стремления, семечки, в общем-то, она уже посадила, чтобы получать потом свои плоды. Все равно будет что-то обсуждать, и все равно какой-то третий человек в ваших отношениях будет. Какой-то ему подсказчик, какой-то его помощник, какой-то его советчик. Все равно будет. Как? Потому что как дальше развивать отношения, куда идти, он толком сам разобраться пока не может. Мы уже это видели, да? Он просто-напросто спрячет голову в песок. И единственное, что он сделает, это может у кого-то попросить помощи. Потому что страшно, потому что погруженность, эмоциональность, она у него есть. Мужчина такой достаточно внутри нестабильный, и нет такой прям глубокой осознанности, чтобы сесть, принять какое-то решение, нести потом за это решение ответственность. Нет сейчас ни сил, ни ресурсов, чтобы это сделать. И все равно в любом случае, да, как я уже сказала, вы ему нужны, но опять же эта неуверенность какая-то, она будет давать о себе знать на этот самый вопрос, нужна, не нужна. И даже, как я уже сказала, да, он придет с чем-то, с какими-то предложениями, с какими-то, не знаю, новыми идеями для развития ваших отношений, да, все равно это будет сквозь призму своего удовольствия, своего удовлетворения, потому что у нас все-таки карта маг. Это такой некий эгоизм, эгоцентризм, конечно же, он будет просвечиваться, он будет как-то так протекать, истекать из него все равно, потому что мужчина привык быть в положении таком очень довольственном для него, очень уверенном для него, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было свободно, чтобы ему было вот именно хорошо. И это самое предложение, опять же, будет рассматриваться им то сквозь призму именно каких-то неких его личных пунктов, параметров, да, как должны развиваться ваши отношения. В общем-то, нужны-то вы ему нужны, но, дамочки, мои дорогие, прекрасные, подумайте, нужен ли он вам. Вот так я скажу. Надеюсь, что этот расклад вам понравится, и вы оцените его по достоинству, и котиков оцените по достоинству. Новая колода. Я на канале, для канала, конечно, новая. Я на канале, по-моему, раскладов на ней еще не делала. По-моему, это вот впервые. Премьера, я бы сказала, у нас черных котиков именно в работе, помимо обзора. Я вам желаю, дорогие мои, самое главное, любви, здоровья. Любите, берегите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь и до встречи.